Я прошу вас поставить плюсики и сразу прошу прощения за опоздание. Получилась такая непредвиденная ситуация. Сергей Вахидович, председатель общества глухих, к сожалению, присутствовать сегодня с нами не сможет, он заболел. Но он передавал, значит, приветствие всем участникам нашего семинара, который посвящен сегодня Дню жестовых языков и Международному дню глухих. Именно сегодня, в этот день, празднуется Международный день жестовых языков. На сегодняшний день, как мы уже знаем, жестовая коммуникация – это основа общения между людьми, которые плохо слышат. В 2016 году был введен в действие в ГосНО для обучающихся с ОВЗ, где в том числе предусмотрен большой раздел по обучению и воспитанию детей глухих и слабослышащих. Жестовая коммуникация – это непосредственное общение человека с человеком на родном языке. С помощью жестовой коммуникации люди устанавливают контакт, показывают о том, что его ждут, понимают, принимают и так далее. В настоящий момент, конечно же, жестовая коммуникация является такой большой основой общения людей не только глухих и слабослышащих, но в последнее время жестовая коммуникация стала являться альтернативной коммуникативной частью жизни людей с ОВЗ и инвалидностью. То есть тех людей, которые не могут в силу каких-либо причин общаться как обычные люди. Поэтому с помощью жестов прекрасно общаются люди, например, с ДЦП, которые нормативные и могут и хотят это делать. Жестовый язык в первую очередь это средство общения, идентификации, социализации и приобщения любого человека к культурным ценностям глухих и слабослышащих людей. Жестовая коммуникация завязана не только на жестах, но и на мимических каких-то проявлениях. То есть жест – это не только показать рукой какой-либо предмет, объект или слово. Это еще и мимическое соотношение, то есть показ выражения каких-то эмоциональных вещей человека, который плохо слышит и не может общаться по-другому. Жестовый язык – это средство общения, и нужно понимать, что жестовый язык всегда служит своеобразной компенсацией отсутствия восприятия именно словесной речи. Потому что люди не могут общаться так, как общаются все остальные. Они не могут говорить в том понимании, как это делаем обычные люди, то есть мы. Поэтому нужно понимать совершенно различное понятие, что такое дактильная речь и жестовая речь. Это совершенно различные системы коммуникации. Специфика структуры жеста заключена в своеобразии связи между компонентами. То есть они воплощаются в жесте одновременно, и в этом принципиальное отличие от того слова. Жестовое общение включает в себя две разновидности жестовой речи. Это калькирующая и разговорная. Калькирующие – это жесты, которые эквиваленты слову, то есть копируют структуру какого-то словесного языка. Разговорная базируется на национальном жестовом языке. Нужно понимать, что жестовая речь, то есть жест, он есть у всех глухих различных стран. И здесь мы как раз-таки и говорим о национальном жестовом языке. Есть три компонента жеста. Это конфигурация, локализация и движение. Иконичность – это сходство между физическими характеристиками объектов реального мира
и физическими характеристиками руки, которая выполняет жест. Типы иконических жестов – это рисующие, пластические, имитирующие. То есть с помощью жеста можно нарисовать, пластически показать какое-либо действие и так далее. Ну вот небольшие, да, такие схемы. Презентации будет возможность потом у вас скачать, если вам будет это интересно. В чем же специфика жестовой речи? В первую очередь в носителях. Общение посредством жестового языка не ограничивается одним узким кругом людей. Жестовая речь, она в иной физической форме, то есть она состоит из дактиля, то есть звуков, и жестов, и воспринимается зрительно. В настоящее время существует международный жестовый язык. Помимо национальных жестовых языков, существует международный язык жестов. Это жестуна. Задача этого языка – облегчить общение между неслышащими представителями. Современные технологии – это дистанционное обучение, программа Skype или подобные ресурсы, различные интернет-ресурсы, например, город жестов, сурдосервер и так далее, и электронные обучающие системы. То есть с помощью этих систем можно обучиться жестам. У нас в институте есть большой блок обучения жестовому и дактилю в нашей онлайн-школе для глухих и слабослышащих. Наша онлайн-школа называется «О жизни глухих и слабослышащих». В данной системе мы рассказываем о том, что такое жестовый язык, что такое дактиль, чем они отличаются друг от друга. В том числе там работают у нас специалисты, которые помогают нам более правильно показать и рассказать людям, что такое все-таки жест, как на нем работать, как на нем говорить и что такое дактиль. Обучение проводят специалисты, которые прекрасно в этом разбираются, в том числе люди, именно носители жестового языка и дактиля, то есть те люди, которые непосредственно этим занимаются. Проблемные вопросы, конечно, жестовый язык универсален или нет. Вот сейчас мы как раз-таки спросим у нашего специалиста, который успел все-таки к нам подойти. Это Елена Васильевна. Елена Васильевна является у нас носителем жестового языка и дактиля. И сейчас она с вами как раз-таки покажет, универсален жестовый язык или нет. Универсален жестовый язык? Универсальный. То есть, в принципе, как бы он достаточно... Жестовый язык – это сложная лингвистическая система, очень трудоосваиваемая. Да. Елена Васильевна, можете поздороваться с нашими людьми? Как бы, да. Это... Вот это жестовый язык. Чем он отличается от дактиля? Можете поздороваться сейчас на дактиле? Дактиль – это... Я приветствие продиктировать, что это будет... Смотрите так. Здравствуйте. А если показать на жестовом языке, это будет так. Здравствуйте. То есть жест, он более универсальный язык, он укороченный, он облагораживает слово. Да. Ну, в принципе, видите, нет. Ответ жестовый язык, он не универсален, он в каждой стране свой. Свой национальный жестовый язык. Да, это правильно. Существует ли письменность для жестовых языков? Если да, то различна ли она? То есть вот всегда есть такой вопрос. Да, у меня там есть заготовленные... Нет. Существует только несколько систем жестовой письменности, но там используются только символы. Это не письменность. Но это понятно, да, что это только получается, как бы такой лингвистической самой системы нету, только жесты. Какой статус имеют жестовые языки в разных странах?
всего 300 государств имеют государственный статус. 300. А остальные пока нет. В нашей стране он имеет государственность? В каждой стране что? Жестовый язык в России имеет государственность? Жестовый язык в России имеет государственный статус 2012 года. 13-го вступил в силу закон, который как раз-таки и стал, так сказать, толчком к тому, что все-таки он является, как сказать, основным, да, что он государственный, что на нем могут говорить все. Это такой же, как ваш русский, это на таком же уровне, равноправный язык, на котором люди, которые владеют этим языком, так же, как и вы, могут свободно общаться. Это, наверное, самое главное, что было такой вот именно важным шагом к этому. Итак, существуют ли словари жестовых языков? О чем и ответ, да, что словарей жестовых языков очень много, они есть в печатном, в электронном. Можно в библиотеке есть. Каким видом жестовой речи пользуются сурдопереводчики? Сурдопереводчики. Термин сурдопереводчик устарел. Сейчас говорят переводчик жестового языка. Вот. Переводчики жестового языка используют калькирующую жестовую речь. Она не основной язык глухих, это вторичная система. Вот. Лена Васильевна, разница между калькирующим жестовым языком и остальной частью в чем? Разница такая, что на жестовом языке русский жестовый язык содержит в себе целое высказывание. В одном жесте может быть фраза, может и предложение. Вот. Да. А калькирующая жестовая речь – это калька той речи, которую произносит собеседник. То есть слово в слово, не меняя ничего, мы переводим то, что говорит слышащий собеседник. А в русской жестовой речи свои правила, это немножко по-другому. Понятно. То есть отрицание, например, в конце, если мы скажем, мы говорим не надо, то не в русском языке первое звучит первое, в жестовой речи не последнее, а в конце, то есть свои правила. Ну, понятно. Это достаточно интересно, поэтому я уже сказала, что у нас есть курс, в котором вот Лена Васильевна, кстати, у нас является ведущим специалистом, поэтому хотели бы, наверное, вот вопрос, где можно выучить русский жестовый язык? Естественно, много направлений, да, я тут представлю пока центры, да, вот. И самое главное, что нужно запомнить всем, что курсы не готовят сурдопереводчиков. Да, мы сейчас планируем такой курс обучающий, да, где мы сможем обучить вас жестам, дактилю, может быть, да, элементам каким-то. Но нужно понимать, что для того, чтобы получить именно статус переводчика русской жестовой речи, в любом случае придется обращаться в комиссию. А вы можете научиться общаться с людьми через наши курсы, вы можете научиться элементам каким-то, но именно получить статус вы сможете только в определенных местах. Да. Курсы жестового языка есть вот в разных местах, то есть здесь это представлено. Обучение проводится по разным направлениям. У нас сейчас в КРИРО тоже будет запускаться, наверное, ближе к весне, сурдоперевод, сурдопереводчик, сурдопедагогика. В первую очередь запустится сурдопедагогика, это программа профессиональной переподготовки. И в этой программе как раз-таки у нас будет участвовать Лена Васильевна, она будет там обучать людей как раз-таки жестовому переводу, жестовой речи и в том числе и дактилю.
При всем при этом будем отдельно запускать курс, если вы просто захотите обучиться чисто жестовой речи. В любом случае нужно понимать, что даже курсы повышения квалификации, они должны начинаться с того, что вы должны понимать, кто такие глухие люди, что такое глухой человек, что такое человек, который потерял слух и так далее. То есть нужно понимание сути глухих людей, психологии глухих людей. Без этого вы никогда не научитесь правильной жестовой речи. Ну, это учебные различные ресурсы. Да, мы сегодня так коротко, но вот хочу как бы еще раз сказать, что сегодня все-таки праздник, большой праздник. Праздник русской жестовой речи, жестового языка, причем на мировом уровне. Да, можно немножко сказать, что этот праздник был учрежден. Заканчиваем. Был основан 23 сентября 1951 года в Риме. Этот день была основана Международная федерация глухих. Ведь из этого дня этот праздник считается как международный жестовый язык. Цель праздника – распространение значения жестовых языков и права глухих. Ну, это замечательный праздник, я считаю. Плюс ко всему нужно не забывать, что 26 числа, уважаемые коллеги, будет еще и международный праздник День глухих, Международный день глухих. Поэтому вот сегодняшний, да, такой мини-вебинар мы посвятили именно вот этим двум большим праздникам. Мы вас приглашаем к сотрудничеству. Если вас заинтересует все-таки, да, обучение по данным направлениям, пишите нам телефон, звоните нам по телефонам, мы будем всегда рады с вами сотрудничать, всегда будем признательны вашим отзывам. Ну, а напоследок маленькую песню попробуем запустить, если получится, конечно. Не получается, к сожалению. Хочу сказать, что Лена Васильевна у нас, помимо всего прочего, является замечательным специалистом, который владеет еще и жестовым пением. И под ее руководством детки и ее педагоги выступают по всей России. Хочу вас пригласить к следующему вебинару, который состоится в ноябре и будет посвящен как раз-таки именно работе вот этой мастерской жестового пения. Если вам будет интересно, вы сможете познакомиться азам жестового пения, посмотреть, кто участвует в этом, как происходит процесс, каким образом это, да, получается, и в итоге итоги, что выходит у нас в итоге. То есть мы с вами успеем посмотреть и жестовое пение, и танцы глухих детей, как это происходит, каким образом, и как это выглядит на самом деле. Ну а на сегодня вот наши любимые педагоги, которые умеют и владеют жестовым пением. На сегодня, конечно же, очень просим прощения, что очень коротко. До новых встреч. Благодарим вас за внимание. Спасибо вам.